Наш эфир продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. О сегодняшней эпидситуации в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется новыми выявленными случаями в количестве 95 в целом по республике. Основное количество случаев, 59, выявлено в столице нашей республики. 6 случаев в Мигно-Кангаласском, 5 в Вилюйском, по 4 случая в Мирнинском, Нерюнгринском и Вено-Бытантайском. Особое внимание еще раз обращаю на Вено-Бытантайский улус, который, к сожалению, у нас достаточно долго являлся чистым улусом, но в последнее время мы усилили там и, соответственно, медицинское обеспечение, и, соответственно, все меры по тому, чтобы ковид не распространялся дальше. По 3 случая зарегистрированы в Хангаласском и Чурапчинском улусе, по 2 случая в Валданском, Намском, Усть-Алданском и 1 случай в Устьянском улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на карте появился ковидной карте достаточно долго стоящий чистым Устьянский улус. Основной завоз, основная инфекция, основной вирус у нас приходит в результате завоза. В связи с чем необходимо оперативным штабам районов и самим гражданам достаточно четко отслеживать свое поведение в вопросах передвижения и, соответственно, распространения инфекции. За сутки лабораториями республики проведено 3239 исследований. Всего с начала пандемии в республике у нас обработано 1 175 950 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера был издан указ главы республики, по которому режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года, продлен по 15 июля 2021 года. Относительно продления режима необходимо обратить внимание на то, что у нас сохраняются все ограничения, которые действуют, однако вводится ряд новых ограничений. Одно из них направлено на то, что в аэропортах Республики Саха-Якутия, таких как Якутск, Мирный и Удачный, это сегодня те аэропорты, которые принимают иногородние рейсы, будет производиться термометрия прибывающих и сведения о гражданах с температурой выше 37,1 градуса направляться в Роспотребнадзор и медицинские организации. В связи с этим гражданам, которые, соответственно, будет после прилета соответствующий вызов или звонок с Роспотребнадзора или медицинской организации, хотелось бы обратить ваше внимание, это связано с тем, что термометрия может показать повышение температуры. Второй момент, связанный с ограничением, он связан с защитой наших детей. Вы знаете, что в республике установлен ряд мероприятий, направленных на защиту детей до тех пор, пока не будет начата процедура вакцинации детей. А на настоящий момент проводятся исследования, направленные на то, чтобы вакцина распространялась и на детей. Поэтому в целях защиты детей с указом установлено: дети до возраста до 14 лет не допускаются к самостоятельному посещению торговых центров, рынков, предприятий общественного питания без сопровождения взрослых. Такая мера направлена прежде всего на то, чтобы непосредственно подконтрольность детей, по сути дела, тоже не давала возможности распространения вируса. К сожалению, в ряде лагерей, которые открываются на территории Республики Саха-Якутия, фиксируются случаи заражения детей, и соответствующие меры Министерство образования принимает. Вы знаете, что в ближайшее время на территории республики пройдут 2 мероприятия, которые идут по особой установке по указу главы Республики Саха-Якутия с оговоркой и соблюдением санитарных протоколов, которые подписаны на территории. В связи с чем общее правило, существующее для проведения ИСХ, Ланхо и, соответственно, игр Манчары, является вакцинирование и участников, и населения территории там, где это осуществляется. В республике продолжается вакцинация населения. На 25 июня 2021 года в республику уже поступило 214 117 доз вакцин. Провакцинировали мы по 198 тысяч, у нас провакцинировалось 70 человек. Использовано 92
92% от общего числа вакцины, поступившей в республику. Но только что нам сообщили, что поступило еще дополнительно 6600 доз вакцин. Основная вакцина, которая непосредственно есть в медицинских учреждениях республики, это вакцина «Спутник». Необходимо обратить внимание на то, что еще раз обращаем внимание на граждан Республики Саха-Якутия. Начинается пора летних отпусков. Ряд субъектов Российской Федерации объявляет об определенного рода ограничительных мероприятиях на территории своих субъектов. В основном все ограничительные мероприятия сегодня в Российской Федерации связаны с наличием вакцинирования и соответствующего сертификата или QR-кода. В связи с этим при планировании своих отпусков, при планировании того места, куда вы собираетесь, соответственно, в отпуск, в обязательном порядке посмотрите действующие на этой территории правила и ограничения в целях того, чтобы не допускать, в последующем проблем, которые будут связаны с недопуском на эти территории, либо с необходимостью разрешения ситуации в ином порядке. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в адрес оперативного штаба главы республики, правительства поступает достаточно большое количество обращений, связанных с иными порядками работы общепита. И, соответственно, вы знаете, что у нас общепит находится на ограничениях, которые устанавливают ограничения по их времени работы. На настоящий момент, с предпринимательским сообществом проведены соответствующие консультации, после чего, будет, в том числе согласованный с РПН, издан указ о порядке работы организации общепита. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, ну а мы движемся далее. Новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Центр избирком Якутии представили программно-аппаратный комплекс, который будет проверять подписные листы в автоматическом режиме. Сегодня работники статистики отмечают свой профессиональный праздник. Коллектив «Радио Т-Тим» разработал новое приложение с подкастами. Теперь слушатели радио могут найти с помощью этого приложения много интересного. Эпидемиологическая обстановка в Нюрбинском районе остается напряженной. Со дня регистрации новой коронавирусной инфекции зарегистрировано всего 1263 случая больных с ковид, в том числе 162 заболевших – это дети. В стационаре города Нюрба проходят лечение 16 больных, на амбулаторном лечении 27 человек. 11 больных в городе Мирном и 2 в городе Якутске продолжают лечение. С начала этого года проведено лабораторным методом ПЦР всего 1077 человек. Число населения старше 18 лет, подлежащих вакцинированию, составляет 10 656 человек. Из них привито 43%, но вакцинация населения продолжается. Основной упор делается на вакцинацию лиц старше 60 лет. На сегодняшний день вакцину получили более 40% пожилых граждан. На сегодняшний день мы всего получили 4635 доз вакцин, из них уже использованы 99%, осталось привить Малакайский куст. Это первый компонент, что составляет от плана, мы выполнили 43%, охватили взрослое население Улуса. И если говорить по иммунизации, то первый компонент у нас получили всего 4581 человек, и вторым компонентом охвачено 4182 человека, что составляет 92% от подлежащего числа. Тем временем анестезиологи Республиканской больницы номер 2 начали применять на практике новый современный препарат для общей анестезии, который облегчает работу как хирургов, так и состояние самих пациентов. Галоген, содержащий ингаляционный анестетик третьего поколения под названием «Супран», начали применять в больнице еще с 15 мая. По словам врачей, в условиях пандемии число операций существенно сократилось. Так, врачи-анестезиологи провели свыше 5000 анестезиологических пособий по экстренным и плановым показаниям к операции. Из них количество общей анестезии составило около 3000. А так, до пандемии эта цифра доходила до 10 тысяч. С применением нового препарата число операций в Республиканской больнице номер 2 будет существенно увеличено. Имеется много преимуществ
Ну, самым главным это является управляемость, которая зависит от быстрой растворимости в крови, хорошая элиминация, что позволяет быстрому погружению в сон и быстрому пробуждению. Также этот препарат отлично подходит для пациентов пожилым, для пациентов с избыточной массой тела, потому что некоторые наши препараты, которые были, они при длительных операциях кумулировались, допустим, да, в жировой, мышечной ткани, а вот этот новый препарат, он не кумулируется, поэтому независимо сколько часов операция идет, пациенты пробуждаются в срок. В Центре избиркоме Якутии представили программно-аппаратный комплекс, который будет проверять подписные листы в автоматическом режиме. Это специальный сканер, распознающий их подписи, фамилии и паспортные данные избирателя. Раньше весь этот трудоемкий процесс выполнялся вручную членами рабочей комиссии. По словам руководителя информационного центра Центра избиркома Михаила Неимохова, разработка должна упростить работу почерковедов. Напомним, 9 сентября этого года единый день голосования. В этот день запланированы выборы депутатов в Госдуму, а также муниципальные и дополнительные выборы народных депутатов по 2 одномандатным избирательным округам. Помимо всех тех технологий, которые уже были внедрены, у нас появляются новшества. В том числе такое новшество, как проверка подписей избирателей с помощью специального программного изделия СПТК-ПЛ. Система сканирует и обнаруживает подобные одинаковые почерки. Она собирает вот такие вот подписные подписи в цепочку, которая потом уже представляется нашему эксперту-почерковеду для анализа. Да? То есть, в принципе, эта программа, она сама не решает, да, достоверная подпись или нет. Она просто является инструментом, прикладным инструментом для того, чтобы помочь ускорить работу нашему эксперту-почерковеду, ну и вообще всей рабочей группе в целом. Стоит отметить, что это не единственное новшество, введенное в Центр избиркоме Якутии в этом году. Так, в региональном избирательном законодательстве о выборах народных депутатов сбор подписей стал осуществляться через единый портал госуслуг. Кроме того, для участковых избирательных комиссий дополнительно планируют внедрить так называемый интерактивный рабочий блокнот, который позволит оформлять весь пакет документов в автоматическом режиме. Замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Шувалов осмотрел ход строительства водоочистной станции в городе Покровске. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 28%. Напомним, новая водоочистная станция в городе Покровске строится в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Ввод объекта планируется в декабре этого года. В данный момент на стройке водоочистной станции заняты 30 рабочих и 3 единицы техники. Идут работы по монтажу металлического каркаса здания, обшивки наружных стен сэндвич-панелями. Возводятся внутренние стены и перегородки. Закончены работы по укладке свай под тепловые сети. Да, есть небольшое отставание на сегодняшний день. Но это отставание сейчас в следующем месяце будет устранено путем наращивания рабочей силы подрядной организации. Будут объединены работы по благоустройству здесь территории, по сетям электроснабжения, по установке оборудования будут параллельно вестись сразу же и по каркасным работам. Переноса срока не планируется, то есть объект будет в 2021 году в декабре месяце. Сегодня отмечается День работника статистики в России. Именно с этого числа 1811 года начинается история госстатистики в стране. Доказано, что статистика нужна для государственного управления, планирования и прогнозирования экономики. В Якутии количество наблюдаемых организаций торговли и сферы услуг обширно. Например, в этом году в наблюдение входит 1324 предприятия. Из них свыше 780 магазинов. Работники Сахастата регистрируют цены в Якутске, Мирном, Нерюнгре, Алекминске, Вилюйске и в поселках Зырянка и Устнера. Проверка цен в магазинах происходит еженедельно с помощью электронного приложения, что позволяет оперативно выявлять какие-либо изменения цен. Высчитывать
высчитывать среднюю стоимость и доставлять информацию в надзорный орган. Как сообщили нашему телеканалу статисты, с начала мая более всего цены повысились на охлажденные куры, куриные яйца, овощные консервы, подсолнечное масло, кисломолочные продукты, сахар, колбасы, фрукты, овощи и некоторые другие продукты. Например, да, если на 100 рублей в прошлом году можно было купить 30 коробков спичек, то уже в текущем году мы можем купить только 29. Это и есть проявление инфляции. Но как измерить инфляцию? Что если хлеб сегодня подорожал, а мясо подешевело? Или подорожал ржаной хлеб, а пшеничный, наоборот, не изменился? Или еще бывает так, что у одного производителя цена поднялась, подорожала, а у другого подешевела. Это все и учитывает индекс потребительских цен. Коллектив «Радио Т-Тим» разработал новое приложение с подкастами. Теперь слушатели радио могут найти с помощью этого приложения новые и архивные передачи, материалы из Золотого фонда, сказки, спектакли, отрывки из Аланхо, произведения современной литературы, а также послушать прямые эфиры. Примечательно, что якутская классика тоже стала доступна в формате подкаста по частям. Электронное приложение работает не только через интернет, но и в офлайн-среде, то есть материалы можно скачать и слушать, где нет сети. Разработку можно скачать в App Store и Play Market. Люди иногда спрашивают, да, где можно послушать, например, передачу Ангелины Шадриновой. Мы не можем им предоставить каждому, да, кто просит, да, не можем предоставить ссылку, не можем предоставить материал. Поэтому мы решили создать такое приложение, и каждый, кто интересуется, да, может зайти, скачать бесплатно и пользоваться в свое удовольствие. Даже где нет связи, на машине, в самолете, на природе. Так что смело пользуйтесь. ttим.podcast. Клуб «Кепседогор» при Центральной районной библиотеке Алекминска свидетель многих ярких событий, наверное, порой и исторических. В этот раз именно здесь презентована книга «Алекминские татары». Это вторая книга, где раскрывается история татар в Алекминске. Все подробности далее. Алекминск – удивительный город, где тесно сплетены связи, фамилии, рода и культуры. Одна из сильных ветвей – алекминские татары. Долгое время история родов хранилась лишь у старожил, часть утрачена, пока в 2010 году не была выпущена первая книга «Алекминские татары». Автор Рима Вострякова. И пошла я, думаю, наверное, так же, как и скопический материал везде есть. Пошла в музей – нету. Пошла в архив – нету. Библиотеки нету. И пришлось мне ходить просто по крупицам, собирать у наших аксакалов, старожилов. Вот так вот. А потом уже, когда был собран материал полностью. К эссеху Аланхо свет увидела вторая книга. История собирается как пазлы, дополняя ранее собранный материал. Издание имеет огромное значение. И это, между прочим, был пробел, один из пробелов истории нашего Алекминского района. А благодаря Риме Ивановне этот пробел у нас ликвидирован. И я думаю, даже он больше будет, в смысле, пополняться фактами историческими. Многие рода могут узнать о своих корнях. Многие фотографии, хранившиеся в альбомах, как почти безымянные, нашли свое место. Всем интересно. Я насколько знаю, даже приехали люди в отпуск, видимо, пришли сюда. Да, потому что родственники, видимо, в этой книге упоминаются. Моя родня от мамы, у меня Сафаргалеевы. Мама была внучкой бабушки, у которой было 9, по-моему, детей, если я не путаю, Сафаргалеевых. Да. Первая книга очень востребована читателями. Уверены, что и вторая не залежится на полках, и ее очень ждали. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Трансляция открытия эссеха Аланхо будет доступна на YouTube-каналах НВК «Саха» Якутия-24. Начало завтра, 26 июня в 11:00 по якутскому времени. Республиканский праздник в этом году пройдет в Алекминском районе в эти выходные. В связи с отменой большинства районных и наследных праздников он станет единственным проведенным в очном формате массовым национальным мероприятием. Трансляция на YouTube-канале НВК «Саха» будет вестись на якутском языке, на канале Якутия-24 с синхронным русским переводом. Помимо этого, эфир можно будет посмотреть на сайтах каналов во вкладке «Прямой эфир», а также в приложении Smart TV на телевизорах Samsung и LG и в мобильном приложении НВК «Саха» для iOS и Android.
К этому часу пока все, но развитие событий в наших следующих выпусках.